Сегодня у нас Курбанаш посвящен СВО. Мы сегодня пригласили вот эти все семьи. Наша семья после утраты тоже, им нужна поддержка как и духовенства, так же и мусульманства. Вечная память нашим героям. Будем продолжать заниматься поддержкой и увековечиванием памяти погибших наших солдат. Сегодня у нас очередной, Курбан-Аш, уже второй раз в этом году. И мы на Курбан-Аш приглашаем, вот в прошлый раз мы приглашали, сделали акцент на молодежи, у нас было 60 человек молодежи, это школьники, это из колледжей, еще учащиеся многие. И вот мы сделали такое преемственность поколений. У нас были аксакалы Нижнекамска, ветераны Нижнекамска, преподаватели татарского языка. И вот были у нас ребята, которым 85 лет, 93 года было, и вот молодые 16-17 лет. Это прошлый Курбан-Аш 2 недели назад. Сегодня у нас Курбан-Аш посвящен СВО. Мы сегодня пригласили вот эти все семьи, которые, в этих семьях пострадали, или они потеряли там сына, или мужа. Вот такие семьи все мы сегодня собрали здесь. В прошлый раз мы собрали 4 семьи и участников СВО, а в этот раз вот практически весь Курбан-Аш у нас такой религиозный, направлен вот на встречу с этими, представителями этих семей. Мы еще раз этим семьям, так сказать, поклонимся, мы им попробуем объяснить, эти жертвы, это были не напрасно. Их сыновья, мужья, они воевали за нас практически, за наш покой, за нашу жизнь. Вот. Выразить им свое уважение, признание. Вот у нас такая сегодня цель, задача сегодняшнего вечера. У нас есть здесь молодежное отделение Национального конгресса татар Закамской зоны. Вот они сегодня организовали вот этот сегодняшний вечер. Канцлер Рустам Георгиевич, социальный координатор Фонда защитника Отечества. Всегда поддерживаем данное мероприятие, так как Фонд защитника Отечества приглашает на данные мероприятия членов семьи погибших, а также ветеранов боевых действий, которые уже уволились, инвалидов наших. Вот. Ну и, конечно же, тех людей, которым не безразлична данная ситуация на СВО. Данный аш был приурочен не только памяти наших героев, которые погибли на СВО, но и также дань памяти, как говорится, нашим предкам и будущим, как говорится, будущему нашему. И хотелось немножко подчеркнуть, Фнун Бабай вы специально пригласили Фнун Хазрат Бабая. Почему? Потому что Фнун Бабай у нас ребенок войны. То есть Мунар Сайк, что такое война, он сам знает. Здесь собрались именно мамы, папы, близкие, жены, родственники наших, к сожалению, львиная доля погибших бойцов. Вот здесь присутствуют именно вы, которые воспитали настоящих героев. Очень жаль, конечно, что мы потеряли лучших из лучших. Как говорится, жить да жить, еще вся жизнь была впереди. Но мы сегодня хорошо понимаем, что все в руках Аллаха, все в руках Бога. Вам терпение и сил. Честно говоря, очень больно говорить, даже и слова трудно подобрать. Мы хорошо понимаем, что вот эта материнская, особенно любовь и боль, она никогда никуда не уйдет, она навсегда будет с вами и даже нисколько не притупится. Не дай Бог никому терять своих детей, не передать словами, но мы рядом. Вот такие мероприятия еще раз показывают, что мы вместе, мы едины.
И чем можем, мы, конечно, очень стараемся помочь, там, в трудную минуту протянуть руку помощи. Я вам обещаю и гарантирую, мы уже проектируем, мы на мемориальном нашем комплексе, где вечный огонь, обязательно уже есть договоренность. Сейчас архитектор делает хорошие эскизы, сделаем лучший не только в республике, но и в стране мемориальный комплекс «Память». Именно там, где вечный огонь, где увековечена память наших ветеранов Великой Отечественной войны. Нельзя огорчаться, нельзя ожесточаться, не дать душе закрыться и особенно разъединиться. В этом наша сила, в этом ваша сила, вот в объединении, в поисках вот этой совместной истины, в разделении боли и в нахождении той искры любви, ради которой и погибли ваши родные и близкие. Вечная память вашим родным и близким, а вам здоровья и сил и любви. Молитесь за нас, за живых и за павших, за погибших в бою и пропавших ребят, за заснувших в окопах, смертельно уставших. Наши души до крови от боли хрипят. Помолитесь, склонив свои головы в храме, как склонили и мы над ушедшими ввысь. Сегодня мы с родными и близкими по инициативе нашей мечети провели очень важное мероприятие, связанное с памятью наших героев, наших бойцов. Собрали мам, жен, детей, отцов наших погибших героев на специальной военной операции. Татарща – это аш узырдык. По-русски мы сегодня помолились, вспомнили наших героев, ну и, конечно, пообщались с нашими родными и близкими. И поступающие вопросы, обязательно они все будут решены, потому что это наш долг. Наши бойцы, наши герои, они защищали нас с вами для того, чтобы мы могли жить под мирным небом, воспитывать детей. И, к сожалению, как говорится, на любой войне всегда есть погибшие. Но очень важно быть рядом с родными и близкими, всегда протягивать руку помощи, потому что им сложнее всего. Вечная память нашим героям. Будем продолжать заниматься поддержкой и увековечением памяти погибших наших солдат. Ну и, конечно, поддержкой тех, кто на фронте. У нас в Нижнекамске организована большая работа, волонтерское движение. И сети плетут, и продукты собирают, и материально-технические необходимые вещи собираем, постоянно отправляем гуманитарные грузы, приближая нашу победу, для того, чтобы СВО побыстрее закончилось нашей победой. Победа, как известно, куется и в тылу, и на фронте. Спасибо большое еще раз нашей мечети за эту инициативу. Обязательно будем продолжать поддерживать семьи и близких наших участников специальной военной операции. Получился День памяти благодаря инициативе Молодой гвардии Единой России при поддержке администрации. Организованы все вдовы, матери, сестры, отцы погибших участников СВО объединились за одним столом, и появилась возможность вспомнить, сказать добрые слова, пожелать друг другу терпения, пожелать друг другу выносливости, сил, воли в этот трудный час и быть всегда вместе. Так же, как и были вместе наши погибшие участники, так же, как и вместе сейчас продолжают наши бойцы отстаивать интересы государства.